На вулиці Янки Купалы у гэтыя дні асабліва горача. Близится до завершения ремонт другой частцы важной транспортной артерии. Тут меняют асфальт и бордюрный камень на адреску от Партизанского проспекту до вулицы Гродненской. Новые умовы на вулицах Молодогвардейской, Сикорского и Московской автомобилисты уже оценили. Агульная сумма финансирования дорожных работ областным центры на гэты год амаль 1,5 миллиона рублей. Еще большие планы на тысячегодовый юбилей города. Уже даже в этом году разница будет очень значительная, потому что тот объем, который уже выполнен, то есть он выполняется в первую очередь на самых разрушенных участках дороги. То, что еще запланировано, я думаю, что, как я говорил, что работы эти еще не прекратятся. Лето еще большое, только начинается лето. Поэтому, да, за 2 года, я думаю, дороги в городе будут очень неузнаваемыми. У активнай фазе будаўнічай работы і на набережнай. Тут з'явяцца новыя альтанкі, пешаходныя і велодорожкі. Работы на гэтым участку будаўнікі абяцаюць выканаць да дня горада. Ужо до конца года новы выгляд набережнай атрымае на адрэзку ад вуліцы 17 верасня да былога рачнога порта. Увесь проект рэканструкцыі прадугледжвае 2 этапы і разлічаны на 2 гады. Агульная сума фінансавання гарадскім бюджэтам больш за 60 мільёнаў рублёў. Задача стоит такая, немножко растянуть людей, гостей города и самих жителей города от Советской, от центра, где их вот так уже много и все любят это место, чтобы они ближе к реке пошли. Тут уже у нас получается, потому что по вечерам людей очень много гуляет, да и днем. Поэтому цель такая есть, задача есть, и, соответственно, она будет и положительно решена. Новый выгляд набываюць і будынкі. З пачатку года капітальна адрамантавана ўжо 20 жылых домов. На чарзе яшчэ 50. Фронт работ уключае ремонт даху і фасадаў, уцяпленне гарышчаў, замену інжынерных камунікацый. На гэта прадугледжана каля 16 мільёнаў рублёў. Сярод адрасоў рэканструкцыі і дамы ў гістарычнай частцы города. Да іх асаблівая увага. Специально проект разрабатывается с учетом исторического облика здания, с учетом материалов используемых. И данные работы ведутся под надзором научного руководителя, то есть и все проекты согласованы с Министерством культуры Республики Беларусь. Там свой особый подход. Свой вялікі юбілей абласны цэнтр сустрэне ў абноўленым выглядзе. Горад з багатай гісторыяй і вялікімі планамі на будучыню. Еўгенія Мароз, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».